Ребят, ровно попал к своему солонцу. Смотрите. Солонец тут. Вода. Соль полностью уже растаял там. Ну, чуть-чуть осталось. Короче, бродим. Примерно от силы, наверное. Опа. Километра 2,5 прошел. Пока тишина. Видел только один след куницы. Такой маленький котенок. И все. Перешел сейчас речку, запарился. Уф, как баня на туре. Собака тоже не активная. Но интерес как-то и нету. Никаких взлетов, следов, ничего нету тут. Сейчас уже обратно буду подниматься в сторону избы. И от избы в другое направление, наверное, схожу. В ельнике делать нечего. Надо по сосновому лесу ходить. Фух. Вот это я спотел. Смотрите, какой шикарная тайга тут. Ельник. Красиво. Хоть где ходи, ребят. Сейчас уже по сосновому лесу иду. Вот мои промысловые тропинки. Вот. Всю осень здесь я топчу. Там колея, если присмотреться, видно. От силы осталось до избы где-то 300 метров. Но я сейчас в избу не пойду, я еще буду круги наматывать. Что-то для разминки прошел где-то 4 километра. И еще бы пройти десятку, и на сегодня нормально хватит. Вот такие планы. Сейчас буду по речке еще выше подниматься. По сосновому лесу. Возле реки. Потом перейду речку и там тоже по сосновому лесу буду ходить. Обратно тоже лес, сосновый лес. Там тулан. Он мучается тоже. Под лапы набивает снег. Лед. Он так лежит, грызет такие льдинки. Вот такие дела. Ну, раза 3, наверное, я падал, пока с навигатором так шел. Так в яму попадаю, падаю. Со стороны бы меня заснять. А так не проваливаешься. Вот такие следы. Снег пока не липнет, ничего. Не знаю, как погода к вечеру будет. Но сейчас вообще шикарная погода. И тихо, безветренно. Солнышко выглядывает. Сейчас уже тучи начали собираться. Ладно, идем дальше. Возвращаемся, ребят. Такое болото тут огромное, блин. До избы нам остается 6 с лишним километров. Вот это мы набродили сегодня. Вдоволь нагулялись. И думаю, уже все. Завтра точно уже с ружьем, с карабином, то есть не выйду. Потому что бесполезно. За целый день ни одной птицы я не видел. Поэтому не включался. Да и вообще не хотел включаться. Ну вот так. Просто показать, как хочется вот такую красоту, такое огромное болото, где ночные перелеты, может, здесь отдыхают. Ну, не буду болтать, в общем, иду на избу 6 с лишним километров. Не знаю, до темна я успею, нет, но идти надо. В термосе чай закончился, подустали. Очень много уже прошли сегодня. И прошли по тем местам, где должна была быть птица, но, к сожалению, никого не видели. За целый день первые следы боровой птицы. Надеюсь, видно еще. Вроде глухарька или глухарь сам. Вон. И тулан куда-то по тропинке пошел.
Вот какашка оставил, короче. Ходит по насту. Я иду по просеке. Где-то километра 4 еще остается. Сейчас уже легче будет мне идти. Ух, вот это я сегодня устал. Как-то не рассчитал свои силы. Шел. Базар вошел, какие-то места интересные были. И на тебе. Смотрю уже, блядь, и часов нету. Непонятно, сколько времени сейчас. Ладно, рано или поздно дойдем. Точно глухарь, ребят. Уже отмечает. Вон. Видите? Отмечает это крылья. Он. Ну, как сказать. Приоткрывает от себя так. Ну, одним словом так. Чертит. Уже токует. Если правильнее. Значит, глухарь один тут есть. Это хорошо. На тока категорически против я не приду. И не хожу на тока. Пусть пока охота была открыта, желание как-то было, чтобы добыть, но все закроется, чтобы потом на весеннюю охоту на тока ходить. Нет. На весенней охоте буду на уток. На уток сходим. Вон там какие-то еще следы. О, блядь, пойдешь нахуй. Ну, тоже глухой. Может, небольшой толк тут какой-то. Да, следы глухариные. Вон тоже. Или обратно он туда, оттуда пришел. Где-то 1,5 километра там вырубка будет. Блин, вырубили, а там ток был настоящий. Там, конечно, перебили все. В эту весну, когда они лес рубили рабочие. О, по рассказам, как там глухари не боялись трактора, ходили. Интересно, говорит. Но лес вывезли. И ток куда-то ушел. Не знаю, вот сегодня вот первые следы. За такой маршрут, который я сегодня сделал, мама не горюй. И вот первые следы. Вон кормился тут он. Ой, блин. Ну, хоть это покажу, и то ладно. Что потом показать. Вон он кормился. Вон. Бродит, короче. Одиночка. Вон, сколько следов тут. Старые следы, новые. Вон. Согнутые деревья. Там. Иголки он кушает. Старые тоже. Ну, здесь, значит, он зимовал где-то. Вот такие дела. Блин, если вот сюда он сядет, я, честно говорю, я не выстрелю. Если удастся, поснимаю, но стрелять не буду. Все, блин. Охоту закроем. Будем считать, что охота закрыта для меня сегодня. И в эту зиму. Будем ждать осеннюю охоту на боровую птицу. А весенняя, как и говорил, но только я не хожу. Ладно, идем. Ох, чуть-чуть я не успел, ребята. Выключил камеру. Вот тут он сидел, вот. Вот на этой сосне, вот где вот тулан там. Короче, вон нашел вон на той сосне. И улетел вот здесь. Мощный глухарь был. Сейчас вот подойду. Посмотрим, там он может на дереве и ночует. Поэтому тут, ну да, какашки вон. Это значит он на дереве и ночует. Он же. В лунку они уже не лезут. Свежие какашки. Вот тут. Вот здесь он сидел на этом дереве. Вот такие дела. Мог бы, конечно, чуть-чуть
чуть-чуть, вот если минут, ну, секунд 40 еще поболтал и на камеру бы явно успел показать. Вот так вот. Единственная птица. Что-то осенью больше оставалось, когда мы выезжали отсюда. Здесь тоже я бродил с собаками. Только одна птица, вот и все. Тулан. Одна птица только тут у нас. Это фигня. Глухарь. Кополухи нужны. Вот видели бы сегодня десяток кополух. Знаешь, весной что? О да, осенью. Какая красота нас ждала бы. Море птицы. За целый день один глухарь. А кополух ничего не видели. Вот такие делишки. Ни рябчиков, интересно, тоже. Рябчиков ни одной не было. Блин. Что за херня такая? Будем надеяться, что осенью все-таки придет птица откуда-то ли. Будем надеяться. Ребят, смотрите. Видите, перья. И тут они тоже крылья таскали. Видно, здесь ток. Явно тут ток. Вон, смотрите. Здесь драка, видно, была. И там перо. Здесь они там бодались тоже. Вон. Вот, видите? Вот тут. Видели как? Топтались, тут ходили, короче. Да, здесь ток небольшой. Хорошо, пусть такуют. Пусть такуют. Даже до перьев они дерутся. Вон, смотри. Груди там на перо. Грудной части. Ха. Блин. Четко же. Драка глухарей тут была. Тулан с ума сходит, бегает туда-сюда. Короче, ночи ничего не видно, но вот здесь, на этих деревьях, были косачи взлетели. Явно они уже ночуют на деревьях. Не в снегу, как-то им, видно, не холодно уже. Штук десяток, наверное, взлетело. Я иду по своим промысловым участкам. Еле-еле видна тропинка. Наугад как-то не спеша, так приглядываюсь. Местами зачесы видны, где-то пропадает. Одним словом, я свернул от просеки и уже стараюсь идти более-менее напрямик. Темнота застала нас. Ну еще часик где-то надо нам шагать. Ну не меньше. Сейчас еще будем идти. Пойдем. И такое проходили. Снег держит. Устали, но все равно идти 2 раза легче. Это тогда, когда, вообще до колена проваливаешься и надо уставший возвращаться домой. Вот опять я потерялся. Так и знал, где-то вот тут у меня. Но здесь уже я как бы мало хожу. Уже оставил эти путики, без толку ходить тут.
А, вон он, вижу, зачес. Дичи мало. И чуть-чуть стороной надо вон там так вынка. Раньше ходил первые года, когда тут я охотился. А потом каждым годом все меньше дичи. И одним словом, сейчас уже стараюсь не ходить тут. Глаза блестят, волчара. А, туда. Вон он. Глазище. Глазище блестят у тебя. Вот ладно. Тут ельник, ребят. Кто-то выскочил и даже не понял, кто. Не то рябчик, не то косач. Низом полетел, шуршал, как будто медведь бежит. Хрен его знаю, кто там. И тулан, вон следы. За ним скалпом полетел тоже. Но она рябчик, просто он сейчас в темноте там низом полетел, там сучья дофига. Ух. Немножко даже неожиданно испугался, чуток. Просто такой грохот. Буквально 20 метров от меня было. Вот следы. Это рябчик был, ребят. Вот так. Рябчик. Шумный рябчик, так скажем. Следы зайца старые. И там свежие были. Тулан где-то бежит вроде. А вон он летит. Глаза блестят. Догнал? Нет, Тулан. А? Догнал? Нет? Ну лаквалы вот что. Лаквалы. Хитрюга, блин. Ну вот и буранится. Блин, на последних 100 метров как начал плутать. А, вон избушка. Чуть-чуть она отошел от... Ну да, метров на 50 отошел от своей тропинки. Параллельно, видимо, шел же. Уф. Вот моя фазенда, короче. Хорошечно, будем отдыхать сейчас. Вот мои следы. Утром здесь я пошел. Вот это да. Печку затопим. Будем греться сейчас. Я сперва надо выпить чаек. Хотя бы водичку там теплую. Запарился, в общем. Запарился. Ну вот. Побродили капитально сегодня. Да? Капитально побродили. Фух. Так. Сейчас сразу лыжи покажу. Выйди. Так. Вот вторые. Вот смотрите, у меня тут прибита покрышка от велосипеда. Ну, разная покрышка, вон как будто амортизирует там. Вон, видно, как амортизирует. Но смотрите, лед все равно образуется. А то некоторые пишут, что, как сказать, прибил покрышку и проблем никаких не будет. Будет, ребята, если будете ходить, как я, целыми днями. Еще как будет. Если там вышел на рыбалку, там 100 метров прошел, конечно же, проблем нет. Все время надо палкой отбивать лед. Что на одних лыжах, что на других. Смотри. И ноги потом трутся, блин. Больно ногам. Но я здесь уже последние километры не стал отбивать. Просто хотел показать вам, чтобы не говорили, что покрышка
покрышка ничего не прилипает. Вот такие дела. Все, я на своей избе. Вот мой знак. 2 горы и солнце. Это значит на природе в комбе тут. Вот такие делишки. Ну вот. Ну, изба чуть-чуть так. Не скажу, что тепло. Так, она сейчас потеет видеокамера. Одним словом, сейчас я буду отдыхать, затоплю печку и буду варить. Варить буду я сегодня суп по-быстрому. Время я не знаю сколько, тьма в общем. Может 7 часов уже вечера. Фиг знает сколько там. Наконец-то, ребята, закипел чай. Я действительно заколебался ждать, пока чайник закипит. Это пол чайника там только у меня воды. Столько ждал, столько раз я подкидывал дров. Я не знаю почему. Вот дверца у печки там прям жар, а здесь плита долго греется. Не могу понять. Что тут я неправильно сделал? Почему так? Кирпич, так, получается 3 на 3. Фу, блин, так хочется пить. Сейчас заварю чай. Нормально чай попью, потом добавлю воды и снова поставлю чайник. Избушка потихоньку греется, нагревается. Я в бушлате еще, потому что я сильно спотел и поменял там демисезонную куртку. Он вообще сырой. Сейчас попью чаек. Тут у меня картошка уже, ну, скоро закипит тоже, но думаю. Сейчас нормально жар идет. Да и уже стенки, кирпичи уже начали нагреваться тоже. Вот так в темноте я и живу. Вот такая цивилизация у меня. У меня станции тут нету сейчас. Домой отъед. Налил вторую чашку. Первую залпом выпил. Да. Литр воды не хватило, но я здесь 1 стакан на термос отпил. Потом вот пока ходил, там, одним словом, еще допил грамм, миллилитров 800, наверное, там было. Фу. Обалденно вкусно.
Между прочим, тут вода и сам по себе такой, ну, вкусно. Скорее бы суп сварить, покушать, чтобы быстрее изба нагрелась. И буду отдыхать. Завтра буду возле дома, может быть, отдыхать буду. Много ходили сегодня, устал. Завтра буду отлеживаться. Отлеживаться, может, рыбалка будет, может, снег надо убрать, может, еще. Посмотрим по настроению, как будет. Сразу не могу сказать. Планов много, но посмотрим. Охоту закрыли. Ну, просто мне надоело ходить с ружьем. Надоело без выстрелов ходить. Вот только ночью, вот когда я уже в темноте шел, вот начали появляться птицы. Я не знаю почему. Я как-то присматривался, лунки смотрел, а лунок-то и нету сейчас уже, наст, в принципе, да. Они уже, оказывается, птица уже на деревьях сидит. И там ночует. Еще вот первый глухарь как взлетел, там еще, между прочим, я уже ничего не стал включаться, говорить. А там еще второй глухарь взлетел. С правой стороны, метров 70, наверное, от просеки. Два глухаря там есть. И значит там ток. И между прочим, сейчас я еще один момент расскажу. Один раз мы шли. Но у меня там промысловые участки. Так я буду называть. Потому что что бы вы мне про меня не говорили, я с детства охотник и промысловик. Просто я сейчас вот так мало выхожу в лес там. Раньше я этим жил. Вот так. Ну, короче, там промысловые участки и уже заброшенные тоже. Это далеко ходить. Скажем, зигзагами, когда ты тот круг делаешь, очень много надо ходить. И раз в год все равно я там осенью, за осеннюю охоту, я туда хожу. Хожу с собаками, охотиться. И, короче, это, получается, позапрошлом году было дело. Тулана не было. А почему не было его? Да, мы с Айдой были. Или это уже еще пару лет уже, что ли, прошло? Не помню уже. Факт, что Тулана не было со мной. За целый день, сейчас я расскажу историю. За целый день, ребята, я съел вот такой кусок, что я сейчас проел. В рюкзаке там у меня 3, ну вот столько хлеба я нарезал, там 3 дольки. Ну, съел вот такой кусок хлеба и... вот он. И вот один конфет. Вот не хотелось и все. Вот пить хотелось, а есть такого аппетита не было. Короче, возвращаюсь к истории. Там мы шли с Айдой, Айда возле меня, у меня была. Идем. И Айда вдруг чего-то испугалась, блин.
хвост отпустила и ко мне. Ёпта, я думаю, это опять медведь, что ли? Потом начал прислушиваться. И глухарь там, вот в этом же месте, что вот сегодня вот мы видели, там перья даже, они дрались. Действительно, там битва была глухариная. И прислушиваюсь, и слышу, глухарь токует, осенью дело было. Айда от этого испугалась. Я не знаю почему. Пугливая, с одной стороны, она. Но и рабочая. Лает хорошо. Работает отлично. Ну вот. Тогда она испугалась. И там, короче, глухарь был. Ну, подстрелить не удалось ничего. Это старый битый глухарь, он его так просто не возьмешь. И день такой солнечный был. Утро-то есть. Солнечное было и такое прохладное осеннее утро. Вот. Ну, примерно такая история была. История, что Айда моя испугалась. Значит, из этой вырубки, которая вот говорил, там делянку вырубили, и ток у меня, не у меня, а на этом участке там ток ушел. Но это, оказывается, за ручеем перешел ток. Ой, блин. Ой. Внутри я допивал там с термоса воду, потом этот снег ел. И во рту там еще, ой, блин, больно аж. Горячий чай на просто не успеваешь глотать, там уходит быстро. Ой. Сейчас я буду варить суп с тушенки. Банку тушенку открою. Пачковый суп, как обычно, стандартный, универсальный. Не знаю, где он у меня. Эта банка у меня оставалась с осени. 2 банки еще я привез. Консерву море. Ну не видно, блин. Снимаю на Sony 300. Себя не вижу, что снимаю не вижу. Правильно ли поставил камеру, не вижу. Короче, готовим суп.